В эфире телеканала «Вся Уфа» образовательная программа «Знаю все». И сегодня у меня в гостях Фархудинов Камиль Динарович, специалист зоотехник, преподаватель Башкирского государственного аграрного университета и дружок. Здравствуйте. Здравствуйте. Что хочется сказать о кроликах? Был такой фельетон, да, раньше в советское время, и весь диалог был построен на том, что кролики — это не только ценный мех, но еще 3-4 килограмма диетического, легко усваиваемого мяса. Так вот, говоря о кроликах, конечно, прежде всего нужно говорить о том ценном продукте, который мы получаем. Да? И крольчатина является одним из двух видов мяса, которые считаются диетической. Оно рекомендовано, во-первых, для детей и лиц пожилого возраста, потому что она очень легко усваивается, содержит мало жира и является гипоаллергенным. Поэтому крольчатина — лучшее мясо для людей, для детей, для стариков. И сегодня как раз с нами яркий представитель племени мясного кролиководства, кролик-дружок. Он является представителем породы, которая называется калифорнийская. Это специализированная мясная порода. Дело в том, что кролиководство — это отрасль, которая совмещает в себя несколько направлений. Первое — это мясное направление, и второе — это шкурковое. Шкурки кролика тоже весьма ценятся в мире, и есть целая отрасль, индустрия по изготовлению меховых изделий из шкурок кроликов. Дело в том, что существует множество пород кроликов, которые отличаются оригинальной красивой расцветкой, и их мех очень похож на мех дорогих животных, таких как, например, шиншилла, или чернобурка, или куница. В принципе, эти породы так и называются. Есть порода чернобурый, имитирует лису. Название советская шиншилла говорит о том, что этот кролик очень похож на шиншиллу. Да, а есть такая порода мардер, в переводе с немецкого обозначает куница. Поэтому мех этих кроликов, он похож на мех вот этих пушных зверей. И на самом деле кролики отличаются большим разнообразием и окраски, и пород. Вообще в мире существует более 200 пород кроликов. И опять же, среди них есть и мясного направления, и мясо шкуркового. Есть и отдельное большое направление — это пуховые кролики. Есть пуховые породы, которые выращиваются именно для того, чтобы получить от них пух. И, кстати, есть такой материал, он хорошо известен всем девушкам, называется фетр. Вот фетр как раз лучший делается из пуха кроликов. Ну скажите, пожалуйста, Камиль Динарович, они же сначала были дикими животными. Как нам, людям, удалось приручить их и вот так использовать широко? Это очень интересный вопрос, и на него точный ответ наука не может дать, потому что в разных странах кролики были приручены в разное время. Но есть интересная такая история. Есть такая страна, называется Испания. И когда люди туда приплыли, вышли на берег, они увидели очень много зверьков, которые отличались вкусным мясом. Их было очень много, и они назвали их спани, то есть кролик. И страна Испания переводится как страна кроликов. Очень интересный факт, да, действительно. Но кролики сыграли свою роль не только в Испании, да, но все знают, что бич целого континента, Австралия, да, это кролики, которые конкурируют с овцами за пастбище и, ну, скажем так, являются там вредителями. Каким образом? Что они делают? Дело в том, что в Австралии у них очень мало естественных врагов. И там очень мягкий климат, много очень пастбищ для кроликов, и они размножаются как кролики, да, и конкурируют за траву, за еду с овцами, а Австралия, все-таки экономика ее строится на производстве австралийской шерсти. А так как кролики съедают большую часть травы, которая уже не достается овцам, и это бич. Да, они много лет пытаются с ними бороться, и до сих пор кролики
являются победителями в этой гонке. Хотя даже против них применялось вплоть до бактериологического оружия. То есть специально выводили штаммы вирусов, которые поражали кроликов, но на какое-то время поголовье падало, но потом через некоторое время они приспосабливались, и поголовье их восстанавливалось. Хорошо, вернемся к нам в страну. А как обстоят у нас дела с производством, с кроликов? Для чего они их используют? Да. Вообще на промышленной основе кролиководство начало развиваться после Октябрьской революции, это 20-е годы прошлого века. Тогда в России были завезены лучшие европейские породы, начали строиться кролиководческие хозяйства и начали кроликов разводить повсеместно. Дело в том, что кролики отличаются не только тем, что они быстро размножаются, но они еще очень быстро растут. И нужно было население кормить, и дешевое, вкусное, питательное мясо, да, это вот как раз кролиководство может обеспечить. И поэтому была целая отрасль, направление по развитию кролиководства. Кролиководческие хозяйства открывались во всех регионах, были созданы племенные хозяйства, разводили новые породы. Вот само название, да, вот советская шиншилла, говорит о том, что было выведено в Советском Союзе. Кстати, лидером по развитию кролиководства являются наши соседи, это Республика Татарстан. Самое знаменитое хозяйство было именно там, это зверосовхоз Бирюлинский, который существует и поныне. Там было выведено несколько отечественных пород кроликов, таких как чернобурый, вуалево-серебристый, ну и несколько еще таких других. Также там была большая работа проведена по улучшению некоторых пород. А если мы возьмем еще уже и окажемся у нас в Республике Башкортостан, как здесь обстоят дела? К сожалению, на сегодняшний момент у нас нету промышленных предприятий, но есть очень много фермеров, которые занимаются кролиководством. И за последние 3-4 года людей, которые обратили свое внимание на вот направление кролиководства и начали разводить кроликов, их становится все больше и больше. Это опять же связано с тем, что крольчатина является диетическим питанием, и оно очень хорошо для вот первоначального подкормка детей. Угу. Вот для детского питания это идеальный продукт. Но тогда насколько это дорогое такое сельскохозяйственное дело, насколько выгодное оно, кто может им заняться, кому подходит? Вообще кролики отличаются тем, что их довольно-таки легко разводить. Да, мы уже сказали, что они очень быстро размножаются, и в отличие от многих других животных, у них нет сезонности размножения. То есть потомство мы можем получать круглый год в любое время, когда нам это будет угодно. И это связано с биологическими особенностями кролика. Они действительно уникальны. Почему? Потому что половой зрелости кролики уже достигают в возрасте 3-4 месяцев. Но в это время, конечно, лучше не проводить случку, потому что организм еще растет. А вот самок можно уже случать с возраста 5-6 месяцев, самцов чуть попозже. И кролики очень нетребовательны к условиям содержания. Подходят различные технологии, и в мире существует множество способов, систем содержания кроликов. Даже когда-то в советское время была популярна такая технология, она называлась ямная. Когда делалась большая яма, туда сажались пару кроликов, ложился корм, вода, и, соответственно, они там размножались, сами себе хорошо жили, и когда было необходимо, можно было туда спуститься и взять сколько необходимо кроликов для того, чтобы приготовить из них вкусные блюда. Кстати, эта технология сейчас начала возрождаться. Очень много людей эту технологию усовершенствовало, и сейчас есть даже много форумов, видеоматериалов в YouTube, в других соцсетях, где вот эта технология претерпела развитие.
В чем здесь очень положительный момент? То, что, опять же, это связано с биологической особенностью кроликов. В дикой природе кролики живут в норах, да, и они строят себе убежища. И вот как раз, когда мы их помещаем в яму, там делается небольшая норка, а дальше они сами себе строят дом. И по мере увеличения численности они дом расширяют. То есть нам не нужно строить для них какое-то отдельное помещение. Это вот одна технология, она самая примитивная, самая простая, но это говорит о том, что это очень нетребовательный к условиям содержания животных, с одной стороны. Но с другой стороны, они очень, скажем так, болезненно реагируют на неправильный уход, неправильное содержание. Вот яма при всем своем, скажем так, простоте, при всей своей простоте, она все-таки приближена к естественному содержанию, и здесь не возникает проблемы скученности поголовья, вентиляции и многих других моментов. Если мы содержим кроликов в каких-то закрытых помещениях, то вот здесь очень много вопросов может возникнуть. Почему? Потому что кролики, они очень требовательны к чистоте воздуха. Вот они не переносят пыли, не переносят содержание в воздухе большого количества вредных газов, которые могут образоваться от, скажем, перегнивания навоза и так далее. И они очень чувствительны к сквознякам. Их можно содержать на открытой площадке, на продуваемой, то есть можно клетки с кроликами расположить на улице, в морозы они будут себя прекрасно чувствовать. Но если мы их содержим в помещении, и там будет сырость, будет влажность, будет сквозняк, это может привести к трагическим последствиям, то есть поголовье можем все потерять. Мы сейчас очень много с вами говорим о содержании кроликов именно в промышленном производстве. Хочется немножко о домашнем сказать. И я предлагаю вам сейчас для начала выяснить отличие между кроликом и зайцем. Хорошо. Спрашивали у жителей нашего города, у уфимцев, как они думают. Давайте узнаем, а потом спросим мнение эксперта. Кролик более домашнее животное. Ноги, наверное, длинные. Цветом? Кролик домашний, заяц дикий. Характером. У кролика другие лапы. Заяц уличный, дикий, кролик домашний. А в эфире вновь образовательная передача «Знаю все». И у меня в гостях, я повторюсь, Фархудинов Камиль Динарович, преподаватель Башкирского государственного аграрного университета. Говорим мы сегодня про разведение, кормление и просто вот про таких прекрасных животных, как кролики. Да. Вот что касается различия, опять же, кроликов и зайцев. Вот интересный факт, что в башкирском, в татарском языке нет слова «кролик». Есть одно слово «куян». И кролик, и заяц — это по-татарски, по-башкирски куян. Но на самом деле это два абсолютно разных вида животных. И они отличаются между собой очень сильно. Ну, во-первых, у них разное количество хромосом, и поэтому нельзя получить помесь кролика и зайца. Кроме того, зайцы живут, это одиночные животные, они живут по одному, а кролики живут семьями, группами. Кроме того, кролики, как уже мы говорили с вами до этого, они живут в норах, они сами строят себе дом, зайцы никаких укрытий себе не строят. Кроме того, кролики, в отличие от зайцев, являются многоплодными животными. Зайчиха приносит одного, максимум два зайчонка, а крольчиха в среднем приносит 8-10 крольчат. Кроме того, у кроликов очень короткий период сукрольности. Сукрольность — это беременность. Он составляет 28-30 дней. Кроме того, это такой зоотехнический термин. Крольчиха может прийти в охоту, ее можно осеменить уже на следующий день после окрола. Она может совмещать сукрольность, то есть быть беременной, да, и лактацию, давать молоко, выкармливать своих крольчат.
она может совмещать это два периода. И Удивительно. да, это громадная нагрузка на организм матери, когда нужно выносить, да, 8-10 крольчат и еще кормить их. Причем молоко кролика, оно в значительной степени отличается от коровьего молока. Причем за период лактации крольчиха продуцирует столько же молока, сколько весит сама. В среднем это до 5 килограммов. При этом молоко крольчихи отличается повышенной питательностью. Жирность его может достигать до 30%. Да? То есть это фактически сливки. Это необходимо для того, чтобы крольчата быстро росли. Кроме того, в отличие от зайца, крольчата рождаются небольшими, в среднем 40-50 граммов, и они абсолютно голенькие и слепые. Они не приспособлены к самостоятельной жизни. Зайчата, когда рождаются, они могут спокойно уже сами самостоятельно жить. В принципе, в дикой природе мать-зайчиха бросает своих крольчат, убегает и прибегает время от времени покормить. Причем они могут кормить разных зайчат, не только своих. Крольчиха в этом отношении очень мама такая заботливая. Перед тем, как родить, она выдергивает у себя по бокам весь пух, становится абсолютно лысой, и этот пух и из сена, соломы она делает гнездо, где и происходит окрол, и крольчата, вот как раз они рождаются в таком приспособленном месте, в гнезде. И чем лучше мама, тем она, кстати, выглядит менее презентабельно, потому что она все свою силу, всю энергию, даже свою шерсть отдает своим деткам, чтобы их выкормить, вырастить. Вот это такой момент. Еще один очень важный момент. Кролики, в отличие от зайцев, у них очень небольшие легкие, поэтому они очень требовательны к чистоте воздуха. В среднем масса легких у кроликов 30-40 граммов, тогда как у зайца 50. То есть любое нарушение в составе воздуха может оказать на них влияние. Еще один немаловажный фактор, это тоже является биологической особенностью кроликов. Кролики, у них очень низкая перистатика желудочно-кишечного тракта, то есть корм продвигается по желудочному тракту под давлением новой партии корма. То есть, если у кролика нету корма в кормушке, да, он съел, корм остается в желудке, в желудочно-кишечном тракте, не продвигается по пищеводу и может там забродить, и это может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта и гибели. Поэтому вот у кроликов всегда должен быть корм. Следующая немаловажная особенность кроликов, все-таки они относятся к отряду грызунов, да, и у них зубы растут в течение всей жизни, им постоянно нужно что-то грызть, и чтобы стачивать зубы. Кстати, поэтому я бы очень не рекомендовал заводить кроликов как домашних любимцев, питомцев в квартире. Это очень неподходящие животные. Опять же, связано с биологией. Они грызут, да? То есть вся мебель, которая у вас есть, она будет сгрызана. Во-вторых, кролики – это животные ночные. У них активность больше проявляется вечером, да, ночью, то есть спокойно спать вы не сможете. Будут бегать, прыгать, скакать, а днем будут спать. А как же они в клетке себя вот ведут? Что они будут делать? Будут если нет стараться свободы? прыгать, выбраться оттуда. Вот из, скажем так, личного примера могу сказать, что вот у меня очень хорошая знакомая, гуляли с дочерью в магазине, в торговом центре, да, увидели замечательного кролика, так им понравилось, ну, девочки, няшка. Принесли его домой. 3-4 дня они радовались, что у них есть такой красивый питомец, заботились о нем, гладили, играли, но через неделю они не знали, как от него избавиться, потому что он изгрыз мебель,
да, клетка, которая была у него, он пытался из нее выпрыгивать, соответственно, сбивал ее. Это шум, это, опять же, если открывали клетку, бегал ночью по квартире. Ну и, соответственно, в отличие, скажем, от кошек или собак, они не приучаются к лотку, поэтому для квартиры это не очень хороший. Друг, я вот здесь Вариант. тоже хотела остановиться, сделать на этом акцент, что и передачу мы эту делаем для того, чтобы в первую очередь понять, нужен ли такой питомец дома и стоит Совершенно ли его верно. держать, потому что знание в первую очередь это когда можно позвонить, узнать и спросить, кому подходит такое животное. Да, то есть если у вас есть, конечно, какая-то большая клетка, какое-то пространство, да, вольер, где вы можете изолировать спокойно, тогда вы можете брать кролика, его содержать, будет приносить вам радость. Если же вы попытаетесь его закрыть вот в такой небольшой клетке, которая вот служит в основном только для переноса животных, это не лучший вариант. Это, во-первых, будет травмироваться само животное, это будет вам очень много проблем по содержанию. Но я предлагаю нам сегодня еще продолжить эту тему именно содержания дома, а пока вернемся к зайцам и кроликам. Как определить? Мы выяснили, а как вот определить, мальчик или девочка? Вообще, это очень важный момент, когда мы выбираем животное. И вот мы собрались разводить кроликов, и на чем остановиться? Ну, во-первых, надо не с определения пола начать, а с понимания того, для чего он нам нужен. Какова наша главная цель? Как я уже говорил, кролики отличаются по направлениям. Это мясные и мясошкурковые или шкурковые породы. В основном сейчас их все-таки разводят ради мяса. Так вот, на мясо подойдут либо специализированные мясные породы, вот как калифорнийская или новозеландская породы. Но эти породы, они для нашего климата не совсем приспособлены, поэтому тут нужно будет думать о, скажем, содержании в более теплых помещениях. Поэтому лучше подойдут отечественные породы, такие, например, как советская шиншилла, крупная белая, крупная серая, опять же, вуалево-серебристый, серебристый. Эти породы очень себя хорошо зарекомендовали, и они специально выводились и районировались для наших условий. Следующий момент очень важный, что мы, если собираемся разводить их на мясо, то правильно выбрать животное с покупки. Да? Вот всегда начинается осмотр животного. Когда мы смотрим на животное, нужно понять, здоровое оно или нет. Вот здоровое животное, оно всегда, это касается и кроликов, и это касается других видов животных. Во-первых, правильное телосложение. Для каждой породы есть определенный стандарт, определенный тип. И вот животное должно соответствовать этому стандарту. Допустим, вот на примере нашего дружка мы сегодня посмотрим. Давайте. Да? Порода калифорнийская, специализированная мясная. Должно быть хорошо выражены мясные формы. Видим компактное туловище, да? Хороший крепкий костяк. Вот это основа любого организма, это хороший крепкий костяк. По костяку, вернее, о крепости костяка судят по форме головы и по конечностям. Вообще у кроликов ярко выраженный половой диморфизм, и по внешнему виду можно отличить самца от самки. Даже да. так. Мгм. Самцы, у них голова более грубая, костяк более массивный, самки, у них голова более нежная, более женственная. Соответственно, самцы, как правило, крупнее, чем самки. Но вот когда молодой кролик, растущий, там по размеру они не отличаются, но визуально самцы, они более грубые. Ну и самый точный вариант, это, конечно, посмотреть на наличие
половых органов, да, вот семенники, их будет хорошо видно. Ну, то есть у кроликов Да. это достаточно выраженные Да, выраженные. признаки. Да. И второй момент, на который обязательно стоит обратить внимание, это состояние лап. Да, вот крепость костяка – это два таких важных показателя – голова и лапы. Если лапки какие-то кривые, если они недостаточно мощные, это говорит о том, что что-то не в порядке с костяком. Если у нас проблемы с костяком, соответственно, весь организм. Следующий момент очень важный – это опушенность. Здоровое животное, мех должен быть блестящий, яркий, должен быть густой. У разных пород, конечно, это выражено по-разному, но этот момент. Следующий очень важный момент – это уши. Уши должны быть прямо стоячими, да, не должны быть свислыми. Камиль Динарович, это очень интересно. Действительно, мы продолжим на примере дружка обсуждать, как же должен выглядеть кролик после небольшой переменки. Вернемся в студию. В эфире вновь передача «Знаю все». И у меня в гостях Фархудинов Камиль Динарович, специалист зоотехник, преподаватель Башкирского государственного аграрного университета. И мы говорим сегодня про кроликов. Что мы успели с вами сделать? Давайте подытожим. Да, мы обсудили о том, как правильно выбирать кролика, да, и о том, какое должно быть телосложение. И говоря о телосложении, да, один очень важный момент, как правильно брать кролика. Ни в коем случае это проблема многих людей, которые начинают заводить кроликов, как правильно его взять. Ни в коем случае нельзя брать за уши, потому что хрящи у них очень нежные, и мы можем повредить. Да? Как правильно фиксировать кролика? Нужно брать за холку, вот, поднимать и обязательно фиксировать задние лапы, потому что задние лапы у кролика очень мощные, да, и он может задними лапами, у него, видите, какие мощные когти, да, он может поцарапать и довольно-таки сильно. Поэтому вот правильно фиксировать, взяли за холку и крепко держим лапы. Ну, то есть сейчас он комфортно, да, себя ведет достаточно? Ему не очень приятно, но это наиболее безопасный способ и наиболее правильный для животного, так мы не можем ему никак навредить, травмировать. Это очень важный момент при обращении с животными. Даже если мы говорим о том, что мы выращиваем его на мясо, чтобы съесть эту прелесть, но тем не менее, да, мы должны о нем заботиться. Вот, кстати, можно здесь уточнить, а как стресс может повлиять на качество мяса? Именно, ну вот говорят, что корова, когда, да, как-то в тех условиях выращиваются, это влияет. Здесь есть что-то, какие-то такие особенности? Стресс влияет на здоровье в целом. Животное, которое находится в состоянии стресса, оно будет чаще болеть, будет менее продуктивно, поэтому вот с этой точки зрения, да, это окажет свое влияние. Поэтому задача заводчика, человека, который разводит животных, это создание максимально благоприятных условий для нормальной жизнедеятельности животного. То есть мы должны позаботиться о том, чтобы нашему питомцу, нашим животным, которые мы разводим, было максимально комфортно, удобно, сытно. То есть вот это самое главное. Ну, мы вот так плавно сейчас как раз подошли, наверное, к одному из основных вопросов разведения. Кролика мы выбрали, хорошо, да? Да. А, кстати, с чего начать? Нужно парочку взять или одного? Как вот Вот, здесь? это тоже очень важный, интересный момент. В животноводстве есть такое понятие, называется полигамное соотношение. Значит, сколько самок должно приходиться на одного самца. В кролиководстве этот показатель 1 к 8, 1 к 10. То есть на одного самца нужно 8-10 самочек. То есть нам не нужно брать равное количество, да? Мы можем взять одного самца и несколько самок. Опять же, все зависит от того, какое количество животных мы хотим разводить.
В среднем, если мы говорим о разведении кроликов на приусадебном участке или небольшом фермерском хозяйстве, то нам не нужно большое количество самок. Почему? Потому что за один окрол, мы уже говорили, самка может принести 8-10 крольчат. И за год в необогреваемых помещениях мы можем получить в среднем 5-6 окролов. Соответственно, если мы получаем 5 окролов, по 10 крольчат, это уже 50, да, от одной самки в год. Если у нас 3-4 самки, то, соответственно, мы увеличиваем это поголовье. Ну, нужно считать обязательно, Да. прежде чем брать кроликов. Да, это очень большая проблема. Если мы не будем контролировать процесс воспроизводства, да, то мы придем к следующему моменту, что у нас будет бесконтрольное размножение. Может получиться так, что они очень быстро увеличат свое поголовье. У них не будет достаточно места для того, чтобы себя комфортно чувствовать. И будет скученность. Отсюда возникнут множество разных заболеваний. Немножко уточню, скученность — это что за термин? Скученность — это сколько животных могут жить на одной территории. Да? На каждого кролика ему необходима зона комфорта. Вот у них сколько зона комфорта? Опять же, это зависит от возраста животного, от породы и от пола. Обычно на одну самку с приплодом нужно 1,5 квадратных метра. Вот. На самца чуть поменьше. Почему? Он живет один, да? И при разведении очень важный момент. Когда мы подготовили помещение, подготовили клетки, где будем содержать кроликов, чаще всего кроликов, кстати, содержат в клетках специальных. Есть клетки одноярусные, двухъярусные, могут быть 3 или более. И клетки для самки, они отличаются от клеток для выращивания молодняка и от клеток для самцов. Почему? В самке должно быть обязательно гнездовое отделение, где она может принести приплод. И это очень важный момент. И говоря о разведении, нужно сказать, что нужно планировать воспроизводство на год. Когда самку мы будем подсаживать к самцу, всегда делается именно так, а не наоборот. Потому что если мы будем наоборот самца подсаживать к самке, да, он, получается, испытывает стресс, но у него новое место, ему надо привыкать, и это уйдет время и может не хорошо сказаться на воспроизводительной способности. Поэтому это очень важный момент. Всегда сажаем самку к самцу, и потом уже после того, как произошла садка, мы отсаживаем. Мы сказали, что девчонки достаточно производительны, а вот у мальчиков как? Сколько один самец может оплодотворить самок? Ну, соответственно, 8-10. Ага. Да, полигамное соотношение. Это то, о чем мы говорили. И есть, конечно, на промышленных предприятиях, да, когда один самец может оплодотворить 100 самок и больше, но тогда используется искусственное осеменение. Берут семя самца, его разводят и уже производят осеменение самок искусственно. Да? То есть тем самым регулируется количество самцов, их не нужно сильно много. Почему? Потому что самцы, они дороже, чем самки, потому что они передают свой генотип, да, своему потомству. То есть если у одной самки получается за год 50 крольчат, да, а у самца это все его дети. Да, все его дети. Это очень многодетный папа. И поэтому от качества самца зависит то, каких крольчат мы получим и насколько будет нам экономически это выгодно. Поэтому самец, к нему всегда особые требования. А воспитывает только самка? Или вот у Да. них есть какой-то процесс вообще воспитания? Нет, процесса воспитания как такового нету. Самка выращивает крольчат до момента того, как мы их отнимаем от матери. Вообще, опять же, это очень важный момент, когда нужно отнимать крольчат от матери.
Опять в кролиководстве есть такое понятие, как акрол, то есть когда самка приносит детенышей. Так вот, в кролиководстве есть несколько видов акрола. Это не значит, что она рождает по-разному. Это значит, что мы по-разному, в разные сроки ее случаем и получаем приплод тогда, когда нам нужно. Вот есть такое понятие простой акрол. При простых акролах мы крольчат отнимаем в среднем возрасте 45 дней. Это при мясошкурковом направлении и при бройлерном мясном направлении. То есть 45 дней. И самку мы случаем на следующий день после акрола, после отъема молодняка. И, соответственно, через месяц она опять нам приносит приплод. Если мы используем совмещение сукрольности и лактации, то мы вот этот период можем сократить. Это называется полууплотненный или уплотненный акрол. Когда мы самку при полууплотненных акролах случаем через 10-15 дней после акролов. Она родила крольчат, через 15 дней мы ее случили, и она совмещает сукрольность и То есть и кормление, и вынашивание, беременность, да. А уплотненные акролы мы можем случать самку на следующий день уже после акрола. То есть только она родила, на следующий день она с биологической точки зрения уже приходит в норму, может опять семениться, мы ее случаем, и она тогда через месяц опять нам родит. Но при полууплотненных и уплотненных акролах молодняк мы отнимаем в возрасте не позже 28 дней. А вообще кролики это уникальны в своем роде, вот в таком, можно сказать, строении организма существа, или кто-то еще есть? По многоплодию кролики конкурируют только с птицей, как бы это ни звучало. Да, вот курица-несушка может снести 300 яиц в год. Потенциально это цыплята. Вот. Остальные животные отстают от кроликов очень сильно. Но по количеству детенышей кролики могут, ну скажем так, за один акрол, они схожи со свиньями. Свиноматка может тоже принести много поросят, до 12, как и крольчиха. Лучшие кроликоматки могут приносить по 15-16 крольчат. И все они выживают? То есть, кстати, Нет, не вот. все выживают, большинство. Если хорошая кроликоматка, обильно молочная, хорошо кормит своих крольчат, то выживает большинство. Но обычно оставляет столько, сколько есть сосков. Вот. До 8-10 это нормально. Остальных можно отсадить тем крольчихам, у которых родилось крольчат поменьше. Мы сказали об условиях, которые важны при разведении. Что про кормление? Чем кролику вообще нужно питаться? И давайте немножко тоже и про домашние какие-то условия расскажем. Все-таки есть, мне кажется, среди наших телезрителей те, кто держит кролика как друга. Хорошо. Что касается кормления, самое главное, что, во-первых, особенность кроликов, они являются капрофагами. Что это такое? Дело в том, что у кроликов есть два вида помета. Один утренний, он жидкий, второй дневной, он твердый, в виде небольших шариков. Вот утренний помет жидкий кролики съедают сами. Это называется капрофагия. Дело в том, что у кроликов корм переваривается не очень хорошо с первого раза. И поэтому они вот съедают этот помет, который наполовину уже переварившийся корм, и, скажем, усваивают лучше питательные вещества. Это, мне кажется, для многих сейчас очень интересное открытие, это для меня точно. биологическая особенность кроликов. Во-вторых, у кроликов должен быть постоянно корм, потому что продвигается только с новой порцией. В-третьих, обязательно должны быть какие-то грубые корма, сено, либо веточный корм, чтобы они могли грызть. Нельзя им только сочные и мягкие корма, у них не будут стираться зубы. Это может тоже привести к травмам. Следующий момент. Кролики, они не настолько требовательны к
виду корма, да, они могут есть и сено, и зерно разных видов, и корни клубнеплоды, морковь, да, тыква, кабачки и так далее. Но очень важный момент, они очень чувствительны к качеству корма. Ни в коем случае нельзя, чтобы корм был с плесенью, подмороженный. Это все приводит к расстройству пищеварительной системы. Если возникает расстройство пищеварительной системы, соответственно, кролики начинают болеть. А так как у них организм работает очень мощно, очень интенсивно, любой сбой, он может приводить в итоге к трагическим последствиям, к падежу, к болезням и так далее. Поэтому вот качество корма – это очень важный момент. Лучше всего, конечно, кормить кроликов специализированными гранулированными кормами. Они уже содержат все необходимые питательные вещества, которые нужны для кроликов. И гранулы – это наиболее оптимальный с точки зрения, скажем так, форма и консистенция. То есть их удобно грызть, да, чтобы можно было грызть. Вот в этом отношении это очень хороший момент. И кролики очень требовательны, опять же, к тому, чтобы должна быть необходимое количество влаги запивать. Так как они поедают много кормов грубых, нужна вода для усваивания. Вода, опять же, должна быть чистая. Да, в зимний период кролики могут часть воды, скажем, компенсировать за счет поедания снега. Это для них нормально, в этом нет ничего страшного. Но это, опять же, придет к перерасходу корма. Почему? Потому что часть энергии, которую мы даем с кормом, она будет преобразована в тепло. Он не будет расти, не будет размножаться и так далее. То есть, когда мы говорим о воспроизводстве, мы должны понимать, что как работает организм кролика. Да? Это громадная фабрика, отточенные все механизмы, которые работают на пределе возможностей. Да? Особенно самка. Когда мы говорили, вынашивает крольчат, производит молоко, это очень такой сложный процесс, момент. И любой сбой, он может привести к болезни. Либо к гибели. Да. Если говорить все-таки про домашнее содержание кролика, чем здесь кормить, мы уже озвучивали сложности. Я хочу, чтобы мы их еще раз озвучили. И вот какие-то особенности, может, я знаю, например, что некоторые кастрируют, да, кроликов. Такое, что вот здесь? Да, этот момент стерилизация. Все-таки, если мы дома разводим кроликов, да, если у нас один кролик, ничего страшного. Если мы завели пару, а особенно если это пара разнополая, да, то естественно, что они начнут размножаться. А так как они будут приносить приплод практически каждый месяц, да, мы должны думать о том, куда девать этих крольчат, что с ними делать. Поэтому многие заводчики, да, стерилизуют животных, чтобы не иметь проблему вот именно с потомством. Да. И еще очень важный момент, для чего нужна стерилизация. Кролики, я уже сказал, они больше ночные животные и активность проявляют в темное время суток. Да? Нестерилизованные животные, они более темпераментные, им нужно больше бегать, прыгать, скакать, играть и так далее. Когда мы стерилизуем, характер их меняется, они становятся более спокойные. На здоровье это как-то влияет? Ну, вообще на состояние? Да, это оказывает влияние. Почему? При стерилизации, но это касается не только кроликов, это всех животных, у них понижается обмен веществ. То есть животные становятся, скажем так, более склонны к ожирению. Соответственно, если мы будем перекармливать животных, они ожиреют, и это может, опять же, плохо отражаться на здоровье. Ну, давайте для тех, кто хочет завести кролика, во-первых, скажем, сколько они живут, как правильно их еще раз содержать и чем кормить, и как развлекать, потому что в любом случае это важно. Да. Повторюсь, не рекомендую держать кроликов в квартире, потому что это грызуны, им нужно грызть. Это первое.
Второе, это животные, которые очень интенсивно размножаются, поэтому мы должны думать, что нам делать с потомством. В-третьих, это животные, которые большую активность проявляют в темное время суток, и нам нужно как-то их держать закрытыми ночью, и причем они там должны бегать, прыгать, скакать, они не могут все время заниматься. Поэтому в этом отношении кролик декоративный не очень хороший вариант. Кроме того, они не приучаются к лоткам, как кошки, да. То есть если мы их просто оставим в квартире, это будет... Я думаю, и привязанности у них нет, да, как у собак? Вот любовь у них есть к своему хозяину, они Любовь понимают? есть. Кролики, они хозяев узнают, их знают, любят, но, скажем, они не ластятся, как кошки, собаки, они более такие животные в этом отношении посерьезнее, да. То есть они себе на уме. Кролики все-таки это отряд грызуны, у них очень много, скажем, близко к мышам, крысам. Это до каких вот размеров может кролик дома вырасти и, например, на производстве для того, чтобы потом его, например, на мяско или на шкурку? Отлично. Дело в том, что существует очень много пород, декоративных кроликов в том числе. И есть породы, которые небольшие, карликовые кролики, да? А есть кролики очень больших размеров. Вот есть порода кроликов, относится к декоративным, называется порода баран. Эта порода, да, она, селекция ее шла по длине ушей. И главное ее достоинство – это большие уши. То есть размер с тела, да, я так понимаю? Или У как? них длина ушей может превышать длину туловища, и им даже уши сзади прищепкой закрепляют, чтобы они, когда бегали, не повредили, не помешали. Да, так вот, эта порода баран, это крупная, самцы могут достигать массы до 8 килограммов. Да. Есть порода, это древнейшая порода кроликов, она является родоначальницей многих современных пород кроликов, называется фландер. Сейчас их разводят больше как декоративных животных, но это тоже порода очень крупная, до 10 килограммов может. А за какое время они вырастают до таких размеров? Вот родился кролик, и что, через сколько? Месяц, два или уже? Это очень такой интересный момент, называется скороспелость. У разных пород по-разному, да. Мясные кролики, да, у них скороспелость, убойные массы, они достигают в 3 месяца. А то есть в 3 месяца кролика можно уже съесть? Мясные породы, да. Мясошкурковые породы, они достигают убойной массы в возрасте 4-5 месяцев. Ну, достаточно быстро. Да, это очень быстро. Быстрее растет только птица. Но здесь можно такую вот пометочку, это выгодный бизнес получается, если вот кроликами работать? Совершенно верно. Почему? Во-первых, не нужно строить обогреваемых помещений, можно содержать на улице. Во-вторых, можно использовать дешевые растительные корма. И за год от одной самки можно получить до 40 крольчат, которых мы можем вырастить на мясо. А спрос большой тогда, если вот предложение у нас, допустим, у фермера большое, а как насчет спроса? Вот здесь вопрос неоднозначный. Вот те люди, которые понимают, что это за мясо крольчатина, да, что это диетически очень полезное, очень вкусное, они его любят и потребляют регулярно. Но большинство людей у нас не привыкли к потреблению крольчатины. Это белое мясо. Оно очень полезное, но оно более сухое немножечко. Вот, оно очень нежное. Но не все его любят. То есть этот такой момент есть. Хотя, если правильно приготовить кролика, да, это важно. Это
очень вкусное мясо. Оно не уступает ни мясу птицы, ни говядине, ни баранине, ни другим. А по с биологической точки зрения это самое полезное мясо для нас будет. Очень важный момент, кстати, мы когда говорили о разведении кроликов и говорили об акролах, один момент упустили. О нем стоит очень отдельно сказать. Вот при всем том, что крольчихи очень заботливые мамы, Так. да, но вот при акроле они испытывают сильный стресс. Да. И поэтому вот в этот период, когда крольчиха должна окролиться, да, ее ни в коем случае нельзя тревожить. И лучше вообще в этот процесс никак не вмешиваться. Если она нормально окролилась, она сама заботится о детенышах очень хорошо. Но когда мы только начинаем разводить кроликов, и те самки, которые первый раз становятся мамами, да, у них еще материнский инстинкт не очень хорошо выражен. И они иногда могут не принимать детенышей. И тогда крольчата могут погибнуть. Поэтому за этим нужно очень смотреть внимательно. Крольчиха позаботилась о крольчатах или нет. И еще один момент. Когда крольчиха испытывает большой стресс, опять же, это биологическая особенность, они съедают послед. Это околоплодная жидкость и там определенные ткани, да. И вот крольчиха, когда испытывает стресс, опять же, после беременности, после родов она испытывает сильную жажду. Когда начинает съедать послед, она может загрызть и крольчат, съесть. Камиль Динарович, да. Поэтому очень важно, когда перед акролом положить самкам в воду и ее обязательно подсолить. Это увлекательнейшая беседа. Мне кажется, нам нужно уже делать вторую часть, потому что действительно есть о чем рассказать, о чем говорить. Спасибо вам большое. Будьте здоровы вы, ваши питомцы, и продолжайте рассказывать и делиться своим опытом со всеми. В эфире была телепередача «Знаю все». Оставайтесь с телеканалом «Вся Уфа» и будьте здоровы.